Сегодня мы в гостях у Федора Ивановича Белова. У него сегодня новоселье. У него был старенький дом в школе, комната, так будем говорить. Ну, для него это дом. Мы его решили обновить. Действительно, по требованиям сегодняшней жизни нельзя единственного героя нашего города расположить в такой комнате и там, где было неудобно. И мы решили его обновить, и у нас это получилось. Открытие обновленного школьного музея приурочили ко Дню памяти жертв фашизма. Никто не забыт, ничто не забыто. Поистине патриотическое событие заставляет еще раз вспомнить о наших героях страны, вспомнить их великие подвиги, благодаря которым мы живем под мирным небом. Это не просто комната, это музей, хранилище истории. Там собраны богатейшие материалы. Это огромный труд наших педагогов, наших ветеранов, которые очень много сделали для того, чтобы сохранить память. В музее представлены уникальные материалы о героических заслугах наших земляков, экспонаты, принадлежащие Федору Ивановичу Белову. После поздравлений состоялось торжественное перерезание ленты. Этой честью удостоились почетные гости мероприятия, глава городской администрации Халид Сулейманов и ветеран педагогического труда, руководитель музея боевой славы, руководитель клуба «Фронтовые подруги» Наталья Кадакова. В самом музее ученики школы провели для гостей экскурсию и познакомились с подробной биографией Федора Ивановича Белова. В распоряжении музея его личные вещи и письма с фронта, настоящие реликвии для учащихся 12-й школы. Как говорит Наталья Васильевна, для ребят большая честь учиться в школе, удостоенной имени Героя Советского Союза. Сегодня у меня замечательный день в жизни. Как и 10 лет тому назад, когда я открыла впервые музей, я радовалась, что я такая богатая, что я открыла музей Героя Советского Союза, сына которого учила, и часто он у меня был в школе, потому что я работала замдиректора по воспитательной работе и преподавала английский язык. И сегодня такое же у меня чувство, даже еще лучше, мне еще радостнее. Учителя обещают, некоторые дисциплины, такие как ОБЖ и история, будут проходить непосредственно в музее. По задумке авторов, такие уроки станут интереснее и нагляднее и будут воспитывать в ребятах чувство патриотизма. Сами ученики охотно поддерживают эти нововведения. Евдокия Титаренко, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.